Прошу всех встать. Провозглашается резолютивная часть решения именем Кыргызской Республики. Резолютивная часть решения по делу о проверке конституционности пункта 8 части 1 статьи 32 Конституционного закона о государственном языке в связи с обращением Исахджанова Расулджана Тахирджановича 8 мая 2024 года, город Бишкек. Конституционный суд Кыргызской Республики в составе председательствующего Сконбаева, судей Айдарбековой, Бубукеевой, Дюшеева, Джолдошевой, Хасмалиева, Кадырбаева, Шаршаналиева, пресс-секретаре Мамыталы Кызы Камила с участием обращающей стороны Исахджанова Расулджана Тахирджановича, стороны ответчика Ысыранова Самата Кыштопбековича, постоянного представителя Джоркенеша Кыргызской Республики в Конституционном суде, третьих лиц Молдобаева Алмазбека Тавалдыевича, постоянного представителя президента и Кабинета министров в Конституционном суде, Мураталиева Мелиса Казахбаевича, Абдымомунова Эльзады, представителей Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике при президенте Кыргызской Республики по доверенности, Сыдыкова Орузбека Кадырбековича, Кадырбековой Каныке Кадырбековны, представители Министерства юстиции Кыргызской Республики по доверенности, Султанова Тимура Султановича, представителя адвокатуры Кыргызской Республики по доверенности, руководствуясь частями 1-2 статьи 97 Конституции Кыргызской Республики, статьями 4, 17, 40, 45 Конституционного закона о Конституционном суде, рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке конституционности пункта 8 части 1 статьи 32 Конституционного закона о государственном языке Кыргызской Республики. Поводом и основанием к рассмотрению данного дела явились обращения Исахджанова и обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли Конституции оспариваемое нормативное положение. Заслушав информацию судьи докладчика Дюшеева, проводившего подготовку дела к судебному заседанию, исследовав материалы дела, выслушав мнение сторон и третьих лиц, руководствуясь пунктом 2 части 2, частями 4 и 5 статьи 97 Конституции Кыргызской Республики, статьями 48, 49, 52 и 53 Конституционного закона о Конституционном суде Кыргызской Республики, Конституционный суд решил признать пункт 8 части 1 статьи 32 Конституционного закона Кыргызской Республики о государственном языке Кыргызской Республики не противоречащим частям 1-2 статьи 23, части 1 статьи 24 Конституции Кыргызской Республики. Решение окончательно и обжалованию не подлежит. Вступает в силу с момента провозглашения. Решение обязательно для всех государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, общественных объединений, юридических и физических лиц и подлежит исполнению на всей территории республики. Опубликовать настоящее решение в официальных изданиях органов государственной власти, на официальном сайте Конституционного суда и вестнике Конституционного суда Кыргызской Республики. Дабы не допускать кривотолков по поводу принятых решений Конституционным судом, традиционно Конституционный суд, мы говорим при оглашении резолютивной части основные аргументы, которые легли в основу этого решения. Да? Конституционный суд пришел к следующим выводам. Формулировка оспариваемой нормы, хотя и содержит прямое указание об обязанности адвоката владеть государственным языком, вместе с тем ее оценка в системной связи с другими нормами закона свидетельствует о том, что она приобретает императивный характер по мере создания объективных условий реализации государственной программы развития государственного языка, включающей в себя в том числе выполнение комплексов мер по информационно-методическому обеспечению внедрения государственного языка во все сферы общественной жизни, формирование единой отраслевой терминологической базы, поэтапность обучения лиц, не владеющих государственным языком, и установление различных уровней его знания. При таких условиях оспариваемая норма не может быть признана противоречащей Конституции и должна расцениваться как необходимое требование для выполнения таких публично значимых функций, как адвокатская деятельность. Решение понятно? Вопросы есть, сторон? Заседание Конституционного суда объявляется закрытым.